Так, друзья, всем привет. Видно ли меня? Не видно, да? Не видно. А я, однако, в прямом эфире. Нет. Друзья, привет. Как картинка? Видна ли я? Так, сейчас попытаюсь что-то сделать. Как со звуком? Звук вот, но картинки нет совсем, я вижу. Так. Нет, ничего не получается. Сейчас, друзья, секундочку. О! Ну, более-менее. Вы уж меня извините, но условия такие полубоевые. Сейчас вроде бы видно. Как есть. Всех приветствую, рада всех видеть. Поздравляю всех причастных к празднику сегодняшнему. Я не могу назвать себя глубоко верующим. Вернее, нет, я не могу назвать себя религиозным человеком, либо церковным, но тем не менее наша дочь крещена именно как католичка, у нее польские корни. И, в общем, этот праздник для нас не чужой. Крестили мы ее когда-то в Минске. Если помнят, белорусы, есть на площади Свободы такой костел Святой Марии. И дочку мою тоже зовут Мария. Так, сейчас я попытаюсь еще сделать картиночку получше. Вот кажется, сейчас вообще неплохо. У нас так, звук хороший, картинка исправилась. Все. Друзья, ну, подвести итоги года практически невозможно, особенно такого года. И я не знаю даже, с чем его сравнить в жизни каждого из нас. Да и в истории это в принципе. Но я решила сегодняшний эфир посвятить откровениям года, мифам года, то, что осталось загадкой года. Я знаю, что очень многие вещи, о которых я буду сейчас говорить, очевидно для многих. В Украине они, возможно, более очевидны, даже скорее всего, даже уверена, что очевидны. Но я знаю, что меня смотрят в Беларуси. И мне хочется достучаться до многих, кто, может быть, еще что-то для себя открывает впервые. В любом случае разговор будет не лишним, и еще раз пройтись, поговорить об этом, я считаю, нужно. Потом я отвечу на все вопросы. Я перед трансляцией хочу сказать, что я очень рада, что мы опять в эфире, потому что, если честно, мы уже не надеялись. 2 предупреждения подряд, жалобы на каждое видео, включая выступление Зеленского, включая гимн Украины, включая заблокированные видео, включая песню "Киев мой", но это уже не лезло ни в какие рамки. И было совершенно очевидно, что организована определенная, в общем, организованно нас мочат, скажем так. Об этом мы тоже поговорим сегодня. Я от себя хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставил лайки. Еще раз, я вчера это сказала в видео, кто делился публикациями, кто в противовес жалобщикам ставил лайки. Я хочу сказать спасибо вот прям особое Айдеру Муждабаеву. Не могу совсем сказать, что он сделал, но по большому счету вот то, что мы сегодня есть в эфире, это огромная заслуга Айдера Муждабаева и того, что он заступился за нас везде. Виталику Вирусу спасибо за эфиры, Ване Миновито огромное спасибо тоже за поддержку. Но Ваня член команды. Я, кстати, прошу вас всех подписаться на его канал Миновито World. Поэтому это как бы естественный процесс. Поэтому пока говорим. И будем говорить, я надеюсь. Так вот, по поводу откровения, которое мы увидели в этом году. Первое откровение – это Российская Федерация. Я становлюсь осторожнее в своих словах, дабы нам все-таки подольше продержаться в эфире и нас не банили за каждое неосторожно сказанное слово. Откровение для мира
может быть, для кого-то, кто родился 24 февраля и что-то пропустил. Российская Федерация казалась, ну, пускай таким нерукопожатным, злодеем, но все-таки сильным. Сильным игроком в мировой политике, у которой там вторая армия мира, которая может как-то сосуществовать при всем своем имперском завоевательстве с остальным миром, готова на какой-то статус-кво, и мир это принимал. В том числе европейские политики, многие американские политики. Так вот, этот год разрушил этот миф. Оказалось, что никакой второй армии мира по сути нет. Есть просто трупы, которыми можно закидать, скажем, мясо, которое можно превратить в трупы и закидывать ими страну, против которой они воюют. Оказалось, что никакой статус-кво этой империи не нужен. Оказалось, что эта империя отвязанная напрочь, и мир проснулся. Мир проснулся, никогда не будет прежним, и до разрушения, я надеюсь, этой системы не успокоится. Вот это первое откровение этого года. И мы видим, что вот все же происходит сейчас как определенный эффект домино. И мы видим, те, кто, по крайней мере, не родился вчера, видят, как близко это к развалу сама ситуация. Все, что происходит в России, как близко это к тому, что происходило в Совке, в Советском Союзе перед его развалом. И вспоминаются слова Джохара Дудаева о том, что причиной разрушения этой империи будет восходящее украинское солнце. Так вот, Украина – это второе откровение. Я знаю, что для многих белорусов, для тех, кто не был в Украине, для тех, кто жил в других странах, не только для белорусов, мы убедились и на примере европейцев, и американцев, что в Украине было такое отношение как к государству достаточно слабому. Да, это молодая демократия со своими слабостями, со слабой армией, с большой коррупцией, и оно не сможет противостоять такой системе, как Российская империя. А вот нет. Про себя я сразу скажу, что и 24 февраля, и 25, и до этого у меня не было на самом деле никаких сомнений, что будет так, что Украина покажет чудеса отваги, что Украина покажет невероятную сплоченность и сделает то, чего не ожидает от нее весь мир. И вот весь мир это увидел. Насколько сильна эта страна, насколько сильна эта нация, насколько она может сделать то, что даже никто не предугадывал. Вспомните Скобеева, когда говорила там, или Симонян, по-моему, о движении к Киеву за 3 дня, взятии Киева за 3 дня. С этим соглашались даже многие европейские политики в своих прогнозах. Но это не случилось. Случиться не могло по определению, и теперь это очевидно для всех. И Украина на сегодняшний день будет диктовать мировую повестку. Украина готова не только освободить себя по границам 91 года, но еще и явиться разрушителем той самой системе, которая надоела всему миру, от которой мир устал, от которой мир страдает. Вот это второе откровение. Третье откровение я бы назвала лукашенковскую Беларусь. Многие в Беларуси, не только в Беларуси, в Украине точно я знаю, многие были уверены в том, что вот Лукашенко, он такой, он, конечно, как бы и с Россией, но вот он якобы человек, который просто использует Россию в своих интересах. Дует ее в плане денег, но независимость он никогда не сдаст, ни в какой геополитический конфликт он не залезет. И ведь 20 лет ему удавалось туда-сюда двигаться и сидеть в этой растяжке, что он является, пускай там косвенно, как-то, из любви к власти, является гарантом независимости страны. И вот то откровение, которое мы увидели в этом году. Лукашенко сдал страну без единого выстрела. Лукашенко ничего не решает в этой стране. И
российские войска уже чувствуют себя там как дома. А он вынужден признавать, что он соагрессор, и обвинять Украину в том, что, дескать, она сама виновата, ничего другого ему не остается. Сейчас мы не будем брать причины, почему это произошло. Иначе быть и не могло, по сути, если надавить на Лукашенко, то, что случилось там последние, особенно 2 года, он так легко был просчитываем для Москвы, что Москва, устав от его метаний, сделала все, чтобы его приструнить. Так вот, это откровение, ну, на самом деле, для кого-то не откровение, но для многих я знаю, что кто-то воспринимал Лукашенко как гаранта суверенитета. Этого нет. Третье откровение, вернее, четвертое. Даже не откровение, я бы сказала, великая загадка, которая загадка для меня до сих пор. Это, собственно, мы, белорусы, в тех процессах, которые происходят. Казалось, что после того, что страна пережила в 2020 году, независимо от того, кто явился бенефициаром там, изначальным этих событий, какие руководители протеста в тот момент были пророссийские, что все-таки люди не будут мириться хотя бы с ситуацией, если будут страну лишать независимости. Я помню от многих своих друзей, знакомых, да, сейчас мы промолчали, но тем не менее мы же партизаны, мы же такие, у нас там все закопано, придут россиянцы, мы молчать не будем, ничего не позволим и все сделаем. Я не буду сейчас, я знаю, что меня опять будут обвинять, приедь, возглавь, я таким людям сразу пытаюсь, предложу самоудалиться. Мы рассуждаем о том, кто мы есть для всего мира, и не разбираем пока причины. К ним мы перейдем позже. Это не произошло. Те события, которые есть, сегодня показали, что это не произошло и вряд ли произойдет до каких-либо крайних обстоятельств. Партизанская война, которую так пытаются распиарить сегодняшние демократические силы, никакой войной, к несчастью, не являются. Да, примеры рельсовой войны есть, но они очень единичны, они, безусловно, трагичны, но не являются системой или чем-то решающим. И все остальные как-то ушли во внутреннюю эмиграцию, что, наверное, понятно и явилось итогом 2020 года. Но даже те, кто говорил, что мы никогда не смиримся, в итоге смирились. Или сидят во внутренней эмиграции. Так вот, загадкой является та самая статистика. За кем мы готовы пойти, когда мы готовы выступить, как мы отнесемся к тому, пойдет армия Лукашенко или не пойдет, станет ли это триггером или не станет. Понимаете, я постоянно изучаю какие-то процессы. Естественно, как каждый из нас, я смотрю за телеграм-каналами, за тем, что появляется в прессе. Я общаюсь со своими еще оставшимися друзьями, хотя очень многие уже и боятся со мной общаться в Беларуси. Я общаюсь с людьми, но даже для меня нету никакой четкой картинки, тем более ее нет для Украины и мира. Потому что каждая из политических сил пытается эту картинку нарисовать собственными красками, как ей удобно сегодня. Лукашисты понятно, как рисуют, а демократические силы, которые находятся в Европе и имеют голос, точно так же рисуют нас как бесконечную ахвяру, бесконечную жертву, которая в оккупации. Я с этим не спорю, но как жертву, которая самоуспокоиться может и ждать освобождения. И якобы там что-то бурлит и вот-вот. К несчастью, тот рейтинг, который я вижу у пророссийских еще вчера сил, к несчастью, то, что я увидела реакцию в соцсетях на ту же Машу Колесникову, которая, да, сидит в лукашенковской тюрьме, но была совершенно пророссийским человеком, не вселяет пока в меня надежду. Поэтому ситуация загадочная, и я не думаю, что кто-то сегодня может дать прогноз, что же там происходит и какова там на самом деле реальная статистика. Я не говорю сейчас, да, я понимаю, что большинство белорусов против войны, но каковы эти причины быть против войны? Это просто
боязнь, что тебя убьют? Или это все-таки нечто такое глубинное, экзистенциональное, понимание, что ты затянут в страшные и несправедливые процессы? Вот с этим нам еще придется, я думаю, разбираться очень долго. Понимания лично у меня нет. Пятый пункт. Это номинальная белорусская оппозиция. Когда мы начинали наш канал, а это был март 21 года, ближе к апрелю, ну, то есть мы зарегистрировались в феврале, но говорить начали чуть позже, мне казалось, что к концу 21 года таких, как мы, будет много-много. Мне казалось, что все станет глубоко для всех очевидным. Мне казалось, что мы войдем в такое не в стране, а за ее пределами демократическое информационное поле, которое есть в Украине. Но ничего подобного не случилось. Номинальная оппозиция, казалось бы, в тех условиях, которые в том, что произошло 24 февраля, которое принципиально изменило вроде бы свои слова на славу Украине, а, осталась прежней. Да, конечно, сегодня никто не говорит, что Путин – это мудрый политик. Да, никто сегодня не говорит, что геополитические вопросы – это не про нас, а мы сегодня всего лишь за хороший менеджмент в стране. Об этом не говорится. Позволяются себе уже говорить плохо о России, потому что так говорит весь мир. Много риторики в поддержку Украины. И, казалось бы, возможно, все так и есть. Люди могут, политики, не люди, политики могут меняться в силу обстоятельств, неважно, искренне или нет. Но события этих месяцев показывают, что все далеко не совсем так просто. Вернее, совсем непросто. Медиа как хейтили Украину втихаря, так и хейтят. Медиа как не говорили правду о том, что произошло с 2020 года, так и не говорят. Люди, которые реально бы ошибались, да просто раскаиваются, вернее, понимали бы, не могут не понимать, к чему привели их действия, отсутствие геополитического выбора, как они выгодны были России для того, чтобы Лукашенко сдал остатки государственности, и сегодня появился Северный фронт, должны были бы, казалось бы, повиниться. Должны были бы впустить что-то другое в медиаповестку, провести какой-то анализ. Но потому как на всякий случай, без всякой угрозы для себя уничтожаются репутационно и любыми другими способами все инакомыслящие, мы понимаем, что никаких изменений не произошло. И сегодняшние изменения, что они плоть от плоти лукашенковцы. Вот такой, знаете, лукашизм, но только с лицом, удобным сегодня Европе. С риторикой, которую принимают те, кто глубоко не копает. Наш канал тому пример. Ботские фабрики, может быть, не фабрики, но во всяком случае достаточно приличное сообщество. По отмашке выступления собственных аффилированных медиа, блогеров, которые мочат, ну вот, например, нас. Мы, конечно, не единичны в этом плане, но и немного нас таких. Вот, так что было, то и осталось. Нина задала очень хороший вопрос. Нина из Америки, которая постоянная наша и зрительница, и поддерживает нас, и поддерживает несколько независимых блогеров. Нина, спасибо тебе огромное. Задала очень хороший вопрос. Почему же так? Почему в белорусской повестке ничего не меняется в демократическом плане? Почему остаются и так популярны те люди, которые сегодня на плаву? У нас сложилась ситуация, не учитываемая всем миром. Я совсем недавно, пока была заблокирована, написала статью в «Украинской правде» на эту тему. В любом обществе, как правило, я далека от мысли, что те или иные политические силы приходят без поддержки олигархата, без финансовой поддержки каких-то сил, которые в них заинтересованы. Это на самом деле везде так.
Проблема Беларуси, которая не учитывает весь мир, которую не учитывали и некоторые политики в Украине, а, некоторые медиа в Украине, это то, что в Беларуси была всего лишь одна политическая сила, которая могла привести, одна политически заинтересованная сила, которая могла вкладываться и раскручивать определенные фигуры. Это московские силы. Нет другого большого бизнеса в Беларуси, нет олигархата, который стоит на разных политических позициях в силу той или иной причины. Оттого и легко манипулировать населением, которое охватывается фигурами одной абсолютно политической заинтересованности, одних определенных политических сил. Почему не произошло другое? Ну вот именно по этой причине. Нет никого, кто был бы заинтересован в чем-то другом. Мир давно рассматривал Беларусь как, ну, нечто близкое к России, да, там что-то полугосударство, полусоциалит, неизвестно что, ну, тихо, спокойно, дружит. Вроде бы есть элементы независимости, борется за демократические изменения. Ну и ладно, пусть борются, мы поддержим. Не было прецедента в новейшей истории, а, чтобы в Беларуси были олигархи, они не могли развиться при Лукашенко. Олигархат, частный бизнес, который был бы заинтересован вот в независимости страны, в начале национально-освободительного движения. Все имеет свою цену. Миром правит СММ. Народ, который 28 лет почти в основной своей массе не участвовал в политической жизни, очень невероятно легко манипулируется технологиями, деньгами, которые брошены в эти технологии. СМИ российские изначально. Поэтому все и делалось по образу обкатанному и подобию, как это делалось в Российской Федерации. Потому так и существует. Я далека от мысли, что сегодняшние силы демократические все являются какой-то прямой агентурой или они являлись агентами влияния. Кто-то агентурой, кто-то агентами влияния в силу любви к деньгам или просто желания власти или как-то устроиться. Но создана система. В этой системе ты не получишь финансирование, если хочешь открыть медиа, если ты не промолчишь там-то и там-то. В этой системе Амир поддерживает именно этих людей. В этой системе ты не построишь карьеру, потому что мир требует какого-то объединения демократических сил, а ты говоришь против, и ты уже какой-то маргиналинез. А маргиналинезом быть не хочется, потому что у каждого есть семья, дети, нужно за что-то жить. Больно получать постоянно, простите, по темечку, больно находиться в состоянии хейта, который очень воспринимаем людьми в Беларуси. Я даже про себя скажу. С 24 февраля нам пришлось столкнуться с многими разочарованиями, даже с теми людьми, с которыми, казалось, нас связывает уже и общность каких-то принципов, понимания ситуации. Мы видели, как легко люди покупаются на простые гнилые селедки, которые закидывались, как легко это ложится. Одно, что стоит обвинение в белорусофобии. Мне даже смешно себе представить, как простая критика той ситуации, в которой ментальной мы находимся, является, оказывается, не точкой отсчета для изменений, а является нелюбовью. Знаете, как легко перевернуть смыслы, особенно в ситуации, когда нация находится в состоянии чувства вины. У многих людей подсознательно это чувство вины сидит. Им не нравится, когда это ковыряют. Они готовы поверить, они готовы принять для себя что-то, вот от нас ничего не зависит, принять это как идею и ненавидеть все, что говорит и думает иначе. Так что вот такая история. Вот мне кажется, что это как раз те откровения. Да, я не сказала еще про одно откровение для мира. Это, конечно, мои любимые, хорошие русские. Хорошие русские, которые так славно уживались в Европе, в Америке. Кто-то еще уживается, сейчас крутится, как ужи на сковородке, которые не знают, куда сейчас деться, быстренько пытаются изменить себя, но не сильно умеют, потому что есть там некоторая
Ментальная точка отсчета. Они не умеют быть другими. Они имперцы. Так вот, хорошие русские, благодаря ситуации с дождем, становятся очевидными миру. И это будет крутиться, это будет раскручиваться как маховик, они будут прокалываться, и мир будет видеть, что, к сожалению, людей, которые противостоят империи, к сожалению, на территории Российской Федерации единицы. Я знаю таковых, я могу их перечислить, я не раз их перечисляла, но это из тех, кого я знаю в общественном поле. Борис Тамахин, Саша Сотник, Андрей и Инна Курочкиных, которых, ну, их тяжело отнести к русским, к русскоговорящим, Инна вообще из Грузии. Но это реально единицы. Ну, может быть, вот клирик, которого я иногда смотрю русскоязычной, из русскоязычного "Ютуба". А все остальное это система, построенная путинизмом, империализмом, обслуживающая и делающая эту систему легальной, показывающей в ней некоторое присутствие демократии. Друзья, я готова переходить к вопросам. Задавайте, говорите все что угодно. У нас цензуры нет, поэтому начинаю читать чат. Я попрошу вас подписаться. Кстати, распространить обязательно это видео, ставить лайки. То, что нас сегодня освободили от бана и сняли нам одно предупреждение, но это еще не значит, что это навсегда, потому что ребята стараются. Я бы так сказала. Я хотела сделать это в начале и заговорилась. Я очень хочу поблагодарить Чайковского Рабана. Человек, который на протяжении энного количества времени постоянно нам что-то помогает, скидывает на карту. Нам это очень важно. Огромное спасибо. Раю Ладокину, Люду Мамчиц. Спасибо, друзья, и спасибо тем, кого не перечислила. Я всех помню, знаю. Спасибо вам огромное за поддержку. Из планов на будущее сразу скажу, потому что я получала в личку этот вопрос. Мы сделали проект, мы сделали его больше года назад. Сейчас мы его доработали, учитывая реалии. Проект медиа единых белорусско-украинских цивилизационных смыслов. В проекте есть даже программы с Андреем и с Инной Курочкиной совместные, которые мы бы хотели запустить, о порабощенных Россией народах. Мы везде написали, где можем. Ну, посмотрим, сможем ли мы его реализовать. Он будет не называться не Миновито, это, если получится, будет совершенно другой проект. Так, ну что, переходим к чату. Спасибо, вот все поздравляют. Спасибо. Да, я всех поздравляю с праздником. Так, Дмитрий Голдман. Видно, что шумы какие-то появились. Ну, как есть, мне кажется, что микрофон работает неплохо. Может быть, у нас здесь... Я пыталась создать какое-то ощущение праздника, поэтому стоит елочка, и, может быть, она слегка мешает микрофону. Так. Здравствуйте. Вот прям всем рада. Ваня просит поддержать наш канал. Еще раз, вот у вас здесь в чате есть Миновито Вор. Это член нашей команды Ваня Томашевич, Иван Миновито. Всем напоминаю, что полгода, Ваня сейчас ветеран, Ваня был в полку Калиновского на боевых, и он ветеран уже войны. И низкий ему поклон за то, что он сделал и для белорусов, и для Украины. Подписывайтесь на его канал. У нас будет под данным эфиром ссылочка. То есть он и в нашей команде, но и у него еще есть свой канал. Так. Ну, друзья, я вроде бы
ответила на все вопросы. Сегодня я понимаю, что нас долго не было в эфире. Когда долго нет в эфире, то и зритель отвыкает. Если есть реально так, вижу, что-то появилось, секундочку. Если есть какие-то реальные вопросы, то не стесняйтесь, задавайте. Гэта медыа працуюць за крамлёўскія грошы. Ну, я не думаю, что все устроено так напрямую на сегодняшний день. Я думаю, что да, конечно, но это секрет Поля Шинеля. Тут даже не надо далеко ходить. Ну, как минимум была предвыборная программа самого Бабарика, и все эти люди очень тесно переплетены. И была предвыборная программа Цепкала, и то, что там был «Газпром», то, что была Россия — это, ну, секрет Поля Шинеля. Ну, конечно. Ну, а дальше существуют еще европейские гранты. Поэтому я не думаю, что кремлевские деньги, кремлевские ли они, или это российский олигархат, или одна из башен, это не имеет, по большому счету, никакого значения. Мы не расследователи, мы не детективы, мы только задаем себе вопросы, для чего, кому это выгодно в любой ситуации и к чему это вело. Если я человек, который не слишком искушен в политике, понимала в 2020 году, к чему это приведет, и если вы пройдетесь, еще раз напоминаю, по моей ленте в Фейсбуке в 2020 году, а если пройдетесь по нашим видео с момента основания, мы говорили, что будет так, как будет. И вот оно так и есть. Так, я тоже всех вітаю. Так, потрібно быть зробленным медиа. Я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Медиа без темников. Я очень надеюсь, что найдутся силы, которые финансово нас поддержат. Потому что, друзья, как бы мы ни старались, это невозможно делать. Люди не могут находиться в состоянии волонтерства вечно. Если вы пройдете по Миновито, те, кто присоединился недавно, это последнее время мы выпускаем не так много видео. С войной их стало меньше. Полгода я была еще на канале Романа Скрыпина. Но если вы пройдетесь, у нас выпущено за 1,5 года больше 1000, ну, условно, да, 18 месяцев, больше 1000 видео. Посчитайте, сколько видео в день. Это не то, что садился один человек, например, я, и что-то там просто поговорила, нажала кнопку и закрыла. Это не так. Была проделана сумасшедшая работа. Мы запускали на волонтерстве разные рубрики. Историческую рубрику. У нас были, историки белорусские, паразиты новостей, аудиостатьи, над которыми работали Вадим Довнар, не только Вадим Довнар, Ольга Ивашина, Станишевский, аудиостатьи Зенона Поздняка. Работал над ними, в основном монтировал Ваня Томашевич. Были еще люди, которые оставались в Беларуси и были, практически в подполье. Ну, то есть у нас было запущено достаточное количество разных рубрик. Мы старались, пускай, каким-то образом на коленке, но все-таки делать это медиа. Хроники войны. То есть сами монтировали, сами рисовали картинки, сами делали из того, что могли, при этом находясь в непростой ситуации политической эмиграции. Политическая эмиграция, я напоминаю людям, это не экономическая эмиграция, когда ты продал все, приехал куда-то и сел в какой-то стране, да, у тебя есть тоска по родине, но ты более-менее устроен. Политическая эмиграция — это когда ты в основном теряешь все и начинаешь жизнь с нуля. Часто с ребенком, часто в основном без жилья, без источника дохода, без практически нормальных документов, ну и так далее. Я не плачусь, я просто констатирую факт, как есть. Поэтому все эти разговоры, они съехали, им там просто, это чушь собачья. Особенно если ты держишь принципиальную позицию, это никогда не бывает просто, а не падаешь на какое-то финансирование и не идешь на сделку с совестью. Так, так, потрібно об'єдновуватися з білорусами. Так,
Насчет объединения. Буквально дня 2 назад или позавчера, кажется, у меня был эфир, в украинском медиа западном, и мне задали вопрос: стоит ли объединяться, почему не объединяется оппозиция? Я знаю, что многие предпринимают, даже в Украине сейчас попытку, разговоры идут о том, что вот должны объединиться все демократические силы. Я против этого. Во-первых, невозможно объединить необъединяемое в ценностной системе. Если ты за одни ценности, а те, с кем тебя пытаются объединить за глобально другие ценности, то говорить по большому счету не о чем. Объединились ли бы в Украине здоровые силы, например, с ОПЗЖ, с Медведчуком, который тоже был в оппозиции? Ну, конечно же, нет. Поэтому я не верю в демократическое общество, которое может развиваться в демократическом направлении, если нет спорящих, противоборствующих сил, которые стоят на глобально разных позициях. Объединяться в кружки по интересам, знаете, в такое политбюро, где можно друг друга критиковать, но в рамках принятой программы, я не думаю, что это путь куда-то. Учитывая особенно созданную единую политическую одну систему сегодня за рубежом, за пределами Беларуси. Потому что голос национальных сил, европейских сил, реально европейских сил, не которые сегодня пытаются что-то говорить, приспособившись под обстоятельства, а реальных, европейских в плане собственной демократичности, в умении слышать, в умении спорить. Таких сил в Беларуси есть, но их мало. Еще раз подчеркиваю, у них нет поддержки. Поэтому я считаю, что никуда не денутся ни Тихановские, ни Бабарика, никто из них никуда не денется. Они останутся. Это политика, они будут приспосабливаться и прочее. Но должны быть другие. Должна создаться система, в которой есть противодействие, есть диалог. Но диалог не в смысле мирно поговорить, а диалог, в котором ты споришь, в котором другой человек не должен придумывать, что кто-то продавал путевки в Крым, хотя он этого не делал, потому что работал в агентстве Coral Travel. Я сейчас нахожусь в Польше, вот буквально вчера мимо него проходила, международным, а который будет спорить с тобой по существу, потому что будет запрос общества, потому что таких сил будет много. Вот этого пока нет. И мне кажется, поэтому, медиа, которая будет объединять на своей площадке, разные силы, которая не будет работать на темниках, которая будет задавать неудобные вопросы, медиа просто необходимо. Я буду стучаться в Украине, я уже стучусь, я надеюсь быть услышанной. И мне кажется, что я понимаю, что Украине сейчас не до этого. Я понимаю, что война, но именно на национальную и на европейскую Беларусь Украина сможет опереться завтра, а жизнь не закончится. И Россия, даже если она распадется, будет даже в том своем маленьком московском пространстве пытаться себя восстановить. И пытается оставить в зоне своих интересов Беларусь. Потому что она всегда пытается себя воспроизводить. Это такая гидра. Уничтожить мы ее не можем, поэтому нужно обороняться хотя бы в плане слова, в плане борьбы за мозги людей. Поэтому я считаю, что Украина заинтересована в таком медиа. Такие вот у меня мысли и мнения на этот счет. Друзья, так, есть ли какие-то вопросы, может быть, которых я не вижу? Так. Ну, спасибо всем за поддержку. В Мачулищах МиГ, да, я видела, что сгорел сегодня 31-й МиГ, который как раз и носит кинжал. Мне очень хочется, я нас всех поздравляю с этим событием. Я очень надеюсь, что наши партизаны к этому причастны. Но по большому счету важно, что он сгорел. Друзья,
Всех попрошу поделиться этим видео, если вам было интересно. Задавайте вопросы, оставляйте ваши комментарии. Я попрошу вас всех подписаться, стать нашими патронами, помочь сделать этот шаг, еще один, к созданию независимого медиа. Пока есть эта площадка, и мы на ней всегда говорим то, что думаем. Чем больше вы будете распространять, кидать ссылочки в "Фейсбуке" и так далее, тем тяжелее нас будет задушить. Ну и продонатить нам, помочь нашему развитию можно. Вот там прямо в чате есть карточка "Приватбанка". У нас монетизация до сих пор не включена, поэтому нам так не сильно удобно подключать даже какие-то ресурсы, хотя мы постараемся сделать это в ближайшее время. Хотя мы уже существуем 1,5 года, монетизация у нас отключена. Я всех обнимаю. Я желаю нам всем победы над Мордором. Я желаю всем оставаться собой, уметь слышать другого человека, даже если вы с ним не согласны. А если спорить, то спорить аргументированно. Не бояться быть собой, не пытаться понравиться окружающим. В общем, учиться говорить правду. Мы это и пытаемся здесь сделать. И все проверять, ничему нельзя доверять. Это наше мнение. Мы видим это так, и мы стараемся это аргументировать. Возможно, вы это видите как-то иначе. Я всех обнимаю. Я желаю всем 23 года без Российской империи. Слава Украине! Живи Беларусь! Пока всем!